Район столицы, где 2 дня назад гремели выстрелы, по словам жителей, всегда считался тихим. На соседей никто никогда не жаловался, на домах установлены видеокамеры. А потому о безопасности гуляющих детей родители не переживали. Накануне здесь появился хозяин дома, в котором дислоцировались террористы. Рассказал, что сдал жилье через агентство недвижимости молодой семье с годовалым ребенком. Заверил, что и договор у него имеется. Сдал, а там дальше уже, видите, как получилось. Семьи-то на самом деле не оказалось, а кто-то другой, видимо, был. Вся семья Раисы Василенко в тот день находилась дома. Муж с 1,5-годовалым ребенком и 17-летней сестрой купались в бассейне. Сама она поливала цветы. Когда собака стала лаять на калитку, муж вышел, чтобы ее открыть. Его тут же оттолкнули в сторону, и во дворе появился спецназ. Членов семьи завели в дом, сказали сесть на пол в углу и не высовываться. Когда выстрелы участились и поплыли клубы дыма, семью эвакуировали. Уже ближе к 10 вечера Василенко запустили во двор, где они увидели свое догорающее жилище. Жилые комнаты, 3 комнаты и так 4 комнаты получается. Все сгорело полностью. Полностью весь дом сгорел. Ничего не осталось. И в чем были, в том и ушли, получается. Вообще не абсолютно ничего. Ну вот. И участок, хозпостройки. Все, без ничего остались. Через месяц Раиса готовится опять стать матерью. Говорит, что чувствует себя хорошо. Благодарит Бога, что никто из родных не пострадал. А вот детей Евгении Крапивиной спасла собака. 7-летняя дочь и 10-летний сын были дома одни. Когда услышали выстрелы, выскочили на улицу. Представшая перед ними картина с перестрелкой, по словам матери, напоминала компьютерную игру. Спецслужбы не завели детей в дом. За ворота они выскочили вслед за убегающим от них щенком. Ну а с другой стороны, это было бы еще хуже, потому что дом у нас в прихожей была пластик. И это первое, что вспыхнуло. И поэтому и на окнах решетки. Поэтому я говорю, слава богу, что они выскочили за вот этой собакой. Потому что в дома они, если бы и не сгорели, они бы угорели. Сегодня после обеда, по словам пострадавших, приехали из мэрии, правительства и архитектуры. Погорельцам дали сутки, чтобы вывести уцелевшее с территории и расписать ущерб. Составить списки бытовой техники, мебели и прочего. Построить и отремонтировать дома пострадавших власти обещали до наступления холодов. Пока же их приютили в центре для беспризорников. Мужчины семьи остаются ночевать в палатках во дворе своих обгоревших домов, куда неравнодушные граждане могут приносить посильную помощь.